Ребят, знакомо лицо? Привет, ассаламу алейкум, мир вам и вашему дому. Вот это видео сейчас я буду монтировать. Это видео снято 3 мая, то есть 4 дня назад получается. Только монтировать ее, обработать ее только сегодня получилось у меня. Сегодня 7 мая. Для тех, кто не видел мой предыдущий видео, вот, то есть для тех, кто не видел вот тот видео, этот видео не будет интересен. А предыдущий видео, вот, вы сейчас посмотрите, такой фрагмент. Нарушения не было? Нарушения могут быть выявлены в процессе. Подожди, я вам не заинтересован протокол давать, понимаете? Ваша... Ссылка на этот видео будет в описании, в комментариях. Вот следующее видео, которое я вот, то есть сейчас я буду его монтировать. Вот этот видео не так уж длинное, но в этом видео содержится много чего. То есть то, что мы добиваемся, те, кто снимает ментов, там выкладывает эти видео. То есть что мы добиваемся, то есть на этом видео будет результат, можно считать. То есть вот эти менты, которые по всей России останавливают людей без всяких причин, а самое интересное, они останавливают не тех людей, которые, то есть там в дорогих машинах, там обеспеченные люди или чиновник, не знаю, как их назвать. То есть кто им будет хамить, они тех не останавливают, то есть кто их поставляет на место. Они ждут именно таких людей, простых, как я и как другие, вот, простых граждан. Единственная причина остановки меня это в том, что я на десятке, все. Для меня это очень обидно, потому что эти граждане, эти простые люди, они и строители, они и продавцы. Ребят, единственное, я что-то забыл добавить. Когда я подъезжаю к ДПСникам, чтобы вы знали, я сразу снимаю камеру, начинаю снимать. Вдруг остановит. А когда проезжаю, меня не останавливает, я запись удаляю. Это очень хороший вариант, я думаю. Чтобы не пропустить самый пик. То есть они у нас, они предоставляют нам все продукции по магазинам. Они и дальнобойщики. То есть и дальнобойщиков они тоже останавливают. И они и трактористы. Они и чабаны. Пастухи, понимаете? То есть простых людей останавливают. Потому что они боятся, они сразу дают протокол, они сразу, то есть не сопротивляются они. То есть с этих простых людей они выкачивают свой ГАИ бюджет. Вот это для меня и для вас тоже, я думаю, это несправедливость. Для меня это она как кость в горле стоит, вот эта несправедливость. Как, я думаю, и вам тоже. А кто-то может думать там... Конечно, снимая вот эти видео, я и другие люди, мы тоже себе, короче, делаем кое-какие-то проблемы в каких-то сферах. Но мы это делаем, чтобы дальше будущее наших детей, дальше будущее наши даже, чтобы менты, чтобы они относились всем гражданам равно. То есть закон, если она есть, она должна действовать для всех равных правах. То есть, если этот закон не действует на какого-то человека, чиновника или какого-то там глава администрации, не знаю, или другое, или... Коротко говоря, если этот закон не действует для всех равно, я этот закон соблюдать не буду. Если закон не действует для тех, кто исправивший режим, если у него фамилия такой же, как у
вот того вот, когда идет несправедливость, там всегда будут беспорядки, митинги и даже хуже. То есть это до поры времени, это недолго продлится такой процесс, такая система. Ее надо менять. Если вы сами не меняетесь, мы ее будем менять. Так что в этом видео будет содержать такое вот понятие, что ментам надо быть обычными простыми гражданами. А что тебя снимут, ты останешься с нами будешь тусоваться здесь. Вот тогда, короче, тебе не так уж хорошо будет. И везде, по всей стране, это для всех. Глава он или начальник он, неважно. То есть, станьте на сторону народа. Понимаете? Станьте на сторону народа. Это мы власть. То есть, вас поставили, чтобы контролировать беспредел, чтобы разделить там имущество, государственные дела, чтобы делать справедливо. А не для того, чтобы понаехать по населению. Так вот. Вот этот мент, как вы думаете, пишите в комментариях. Он осознал свою ошибку, то есть на предыдущем видео, как он вел себя, и в этом видео. В том видео я ему тоже говорил, короче, что больного человека везу. Человек больной я везу. Никто же не против этого. Но все равно он не отпускал меня. А в этом видео он отпустил меня быстро. Так, ребят. Ассаламу алейкум, мир вам. Подъезжаю по 100. Ремень застегнуто, свет включен. Единственная причина остановки меня это в том, что я на десятке, все. Приветствую. Здравствуйте. Старший лейтенант инспектор. Оставьте, пожалуйста, правую машину. Причина остановки. Стационарный пост полиции. Ребят, знакомо вам лицо? Ну давайте вправо. Вы, поставим, смотрите, я сейчас еду за женой в больницу, в Волгоград. Забрать ее. Супругу? Да. Что случилось? Заболела? Родила. Родила? Да. Поздравляю вас. Поеду я? Все в порядке? Все в порядке. Все документы, все в норме? Четко. Ну давайте, счастливой дороги. Спасибо. Видите, образумел. И как вы думаете, он осознал свою ошибку? Или он не хочет просто стать очередной раз звездой Ютуба? Пишите в комментариях. И обязательно подписывайтесь. Подписка бесплатная, ребят. Мир вам и вашему дому. Ассаламу алейкум.